Вітаю глядачоў Белсату. Цяпер мы знаходзімся на партызанскім праспекце, дзе калона з некалькіх тысяч чалавек рушыла з боку МЗКТ і МАЗу у бок цэнтру. Ёсць такая інфармацыя, што частка супрацоўнікаў МАЗу засталася ў цэхах, бо іх не выпускала кіраўніцтва, яны там фактычна заблакаваныя. Тады рабочыя МТЗ прыйшлі, каб іх падтрымаць і таксама паклікаць на забастоўку. Давайте цяпер пагаворым з людзьмі, якія ідуць у гэтых шэрагах. Добрый дзень, тэлеканал Белсат. Добрый дзень, давайте з вами пагаворым. Скажыце, чаму вырашылі далучыцца да забастоўкі? Чым незадаволеныя, чым абураныя? Обманом людей обурены. Бо не может быть 80% за одного человека. А як вы думаеце, забастоўка – гэта эфектыўны спосаб пратэсту ў гэтым выпадку? Больше ничего не остается. Если бы поднялись все люди, все, они просто хлопали или ездили, а поднялись и показали, что наша мощь, это такая. Тогда бы, может, кажется, что-то и получится. Нам не нравится то, что, да, 80% голосов, это нереально вообще. Нам не нравится, что позакрывали людей, этих политзаключенных, вот, все это остальное, все. Гэтыя праблемы вас хвалявалі і раней, бо палітвязні былі і раней у Беларусі таксама. Ну да, конечно. Цяпер што, накіпела? Накипело, да, накипело у всего народа. Я работаю сам на МТЗ, то есть я резчик металла холодного, поэтому накипело, да, у всех накипело, у меня накипело. За 26 лет только один застой у нас. Строятся только одни ледовые дворцы, в которых мало кто ходит, особенно на перифериях. Нет бы построил какие больницы за 26 лет, ни одной больницы не построено. Ни одного детского реабилитационного центра, онкологического центра нету, чтобы не собирали деньги с народа, да, не лечили за границей, а лечили у нас, в республике. А если нету врачей, приглашали специалистов, чтобы лечили наших детей. Дякую за ваше меркаванне. Скажыце, калі ласка, вынікі ЦВК, які я гучыла, 80% і 1, верыце ў іх? Нет, конечно. Все провокация. Все против Лукашенки. Вот. То есть, в принципе, финансовым мы еще пока потерь не несем. Нам только просто надо людям показать, мы почему пошли по заводам, что там такая же ситуация. Нам показать надо людям, что не стоит бояться, что мы можем, что мы свободны, что мы можем выйти и отстаивать свое мнение свободно, и никто нас не уволит, не накажет и так далее. Да, мы не получим зарплату за эти дни там, но большинство людей, я думаю, мы получим ее, когда уйдет другая власть. Мы готовы идти на жертву. Мы готовы идти на жертву ради хотя бы не то, ради нашей страны, не лучшей жизни, но хотя бы и перемен. Да, ради перемен. Жизнь человека бесценна, и давайте мы все делаем такими способами. Я могу корешок свой показать, посмотрите, насколько я материален. Да. И мы сейчас вот выходим, и я уверен, что если...